Вашего позволения, сначала предоставим слово для приветствия представителю посольства Республики Таджикистан Российской Федерации, который почтили своим присутствием наше мероприятие, господину Хабибло Исмоилион. Прошу вас, советник посла. Спасибо за предоставленное слово. Ассаламу алейкум, мир вашему дому, уважаемые присутствующие круглого стола. Рад возможности приветствовать вас на сегодняшнем мероприятии и прежде всего хочу выразить слова благодарности правительству Москвы, Департаменту национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, Государственному бюджетному учреждению города Москвы, Московский дом национальностей, а также Общественному совету при посольстве Республики Таджикистан Российской Федерации за прекрасную организацию данного мероприятия. Сегодня организован круглый стол в честь гениального таджикско-персидского ученого, врача и философа, создавшего более 400 научных трудов. Самого известного деятеля науки средневекового периода Абу Али Хусейн ибн Абдалла ибн Сина, в западных странах известный как Авиценна, который оставил яркий след почти в 30 областях науки. Гениальный врач, мудрый философ, талантливый поэт, издал ряд трудов, которым по сей день пользуются благодарные потомки. И стоит отметить, его знали даже на Руси. В лечебнике 17 века написано: Авиценна глаголит: кто чеснок ест, у того не растут внутри черви. И тем подобно, понеже макрос внутри не стребится. Основные литературные работы Ибн Сини, философская повесть «Аллегория», Хай ибн Ягзан, поэма из 20 двустиший, «Птица», «Соломон и Апсал». Эти произведения и рубаи повлияли на развитие многих литератур. Известный поэт Амар Хайям даже называл Авиценну своим учителем. В области химии Авиценна открыл процесс перегонки эфирных масел, умел добывать соляную, серную и азотные кислоты, гидроциды калия и натрия. Ибн Сина также разработал свое собственное учение о темпераменте и характере человека. Согласно его учению, натура человека делится на 4 простых вида: горячая, холодная, влажная и сухая. Кроме простых натур, Авиценна различал еще 4 сложных натуры в зависимости от превалирования одной из 4 жидкостей организма – крови, слизи, желтой или черной желчи. Медицину считал простой наукой. Самый важный труд всей жизни Авиценны – книга «Канон врачебной науки». Она очень быстро приобрела популярность, была переведена на разные иностранные языки. Только на латине книга переиздавалась 30 раз. Универсальным средством исцеления всех болезней считал чеснок. Простолюдинов всегда лечил бесплатно. От сильных мира сего получал необычную плату. Лучшей наградой за свои труды считал книги. Так он, излечившегося эмира, в награду получил доступ к дворцовой библиотеке. Открытие Авиценны, отраженное в ее трудах, не просто впечатляет, а ошеломляет. Роль функции головного мозга, как центра, куда сходятся нервные нити, влияние географических и метеорологических условий на здоровье человека, учение о невидимых переносчиках болезней, о возможности распространения заразных болезней через воздух. У него в трудах приветствует описание диабета. Он первым отличил оспу от кори и другие яркие открытия в науке. Последние слова ученого перед смертью по свидетельствам учеников: «Мы умираем в полном сознании
и с собой уносим лишь одно – сознание того, что мы ничего не узнали. Ибн Сина ушел из жизни, как известно, в 1037 году, но его наследие продолжило влиять на различные области знания. Его труды оставались актуальными и важными для ученых веками, что подчеркивает глубину его вклада в развитие человеческой мысли и истории. Эти труды стали фундаментом для развития многих областей знания и продолжают вдохновлять ученых вплоть до сегодняшнего дня. Стоит отметить, что великий ученый, мыслитель Абу Али ибн Сина в свое время также вел дискуссионные переписки с великими учеными и философами своего времени. И одним из таких знаменитых был мыслитель, вольнодумец, теоретик Абу Саид Абул Фазл Аллах бен Абул Хайр, советский историк философской литературы, в частности на страницах журнала «Вопросы философии», знаком под именем Абул Хайр и Абу Саид. Таким образом, оба ученых едины в одном, что в 4 принципам жизни должны руководствоваться в жизни: общение, чистота, диспут и поиск. И в конце своего выступления хотел бы прочитать 4 которые я считаю, в этой 4 говорится все труды и жизнь великого ученого. Аз гили сио то ауджизу хал, кардам хама мушкилоти гетиро хал, берун жастам зибанди хар макру хиял, хар бан кшода шуд магар банди аджал. В переводе я так считаю, что очень сложно будет то, что хотел поэт сказать в эти 4 стихи, но перевод здесь переводится таким смыслом. Дела земли я до небес вершил, все трудности на свете разрешил, лукавство, козни, все узли открыл, но смерти узел не распотрошил. Спасибо за внимание.